Парад пощечин для хозяина Кремля. Сразу несколько стран жестко прошлись по Владимиру Путину. В России не должны были этого увидеть. Украина получила новое супероружие. Срочная переброска войск. Вот 30 тысяч солдат в РФ. Новый фронт. Диктатор проболтался о планах Кремля. Где будет нанесен новый удар? Крупнейшая потеря Путина. План Москвы трещит по швам. 15 миллиардов долларов не достанутся России. Смертельно опасная болезнь набирает обороты. Первые страны уже отправляют людей на карантин. Угроза летального исхода для каждого второго. Об этих и других событиях к утру вторника, 12 мая. Утро вторника. Пока вы просыпаетесь, мир уже давно не стоит на месте. Сейчас обо всем расскажем. Это «Нехта». Я Олесь Корниенко. Звонкие пощечины для хозяина Кремля. Министр обороны Германии жестко прошелся по Владимиру Путину. Владимир Путин сейчас снова говорит о приближении конца войны против Украины. Естественно, возникает вопрос. Если он видит приближение конца этой войны, не мог бы он просто закончить ее сам? Ведь тогда он контролировал бы сроки. Однако одновременно он, как всегда, выдвигает условия. Во время неожиданного визита в Киев Борис Писториус упрекнул Путина в том, что он все время играет крапленными картами, а любые договоренности Москвой не соблюдаются. То же самое, по мнению важного немецкого гостя, произошло и на днях. Россия нарушила трехдневное перемирие. Но все трюки хозяина Кремля за последние годы лидеры Запада наконец-то изучили. Я считаю, что Путин в конечном итоге пытается отвлечь внимание от собственной слабости таким подходом. В настоящее время он практически не может указать на какие-либо территориальные приобретения, а его армия продолжает терять части захваченной территории. Свое слово добавил и коллега Писториуса, министр обороны Украины Михаил Федоров, напомнил, что на последнее так называемое перемирие Путин пошел не по доброй воле. Наш президент и силы обороны вынудили Россию к этому прекращению огня. Это хороший пример того, как эффективная организация, эффективное вооружение, эффективная поддержка могут привести к общему результату. Кстати, отметив, что Берлин является лидером в оказании военной поддержки Киеву, Михаил Федоров обмолвился, что у Украины уже есть свои ракеты, не уступающие легендарным Таурусам. Никол Пашинян отказался ехать на ближайший саммит ЕАЭС. Такое заявление прозвучало после недавних угроз Путина. Решение выглядит как демарш, но премьер Армении утверждает, что оно было принято давно, а Москва о нем проинформирована более месяца назад. Когда в апреле я был с визитом в Российской Федерации, я проинформировал президента России. По словам премьера Армении, это решение принято из-за предвыборной кампании, проходящей в стране. Заодно Пашинян публично ответил на упреки Путина. Ранее хозяин Кремля, говоря о переориентации Еревана с постсоветских структур в сторону европейских, употребил слово «развод». Премьер Армении указал российскому руководителю на ошибку. Мы путаем межгосударственные отношения с женитьбой. Армения в межгосударственных отношениях руководствуется межгосударственной логикой. Премьер Армении заявил, что страна продолжит двигаться в сторону Европы, но при этом останется в ЕАЭС так долго, как это будет возможно. После недавнего исторического саммита в Ереване, на который съехались 30 лидеров Европы, Канады, Москва не может успокоиться. Особенно кремлевских пропагандистов взбесило участие Зеленского, который из страны-члена ОДКБ, где все еще находятся российские военные базы, заявил о возможном участии украинских дронов в майском параде. После этого Путин не только заговорил о разводе Москвы с Ереваном, но и прозрачно намекнул на повторение украинского сценария для Армении. Северная Корея может направить на войну с Украиной контингент в разы больше предыдущего. Как пишет Никей Эйша, для Ким Чен Ына авантюра Путина превратилась в прибыльный бизнес. По данным издания, за поставки ракет, снарядов и солдат режим Кима получил до 13 миллиардов долларов. Цифра сравнима с годовым ВВП страны. Солдатам и семьям тоже перепадает. Авторы утверждают, что контрактники получают $2000 в месяц.
месяц, а гробовые 10 тысяч. Эксперты говорят, что эффект виден уже в Пхеньяне. На улицах стало заметно больше зарубежных авто. Правда, местные ветераны СВО предпочитают не белые «Лады», а европейские и японские машины. По данным издания, сейчас на фронте находятся около 10 тысяч северокорейских солдат. Примерно 6 тысяч уже убиты или ранены. Но КНДР готовится отправить в Россию еще 30 тысяч военных. Правда, украинские защитники такое число теперь могут перемолоть всего в течение 1 месяца. Китай сменяет режим. Правда, речь не о ликвидации монополии коммунистической партии, а о новом подходе к отношениям с США. После того, как дата визита Дональда Трампа в Пекин была подтверждена официально, а это 13-15 мая, по центральному государственному телевидению стали гонять ролики на тему отношений двух стран. Главный посыл этого видео – давайте жить дружно. От отношений Пекина и Вашингтона зависит не только благополучие двух народов, но и всего мира. Говорится в материале: диалог, сотрудничество и невмешательство во внутренние дела. Китай желает видеть Америку уверенной, открытой, развивающейся и процветающей. Язвительные комментаторы уже просят не показывать этот сюжет электорату Путина. Правда, в интернете по поводу предстоящего визита Дональда Трампа появляются не такие политкорректные материалы. Правительство Венгрии сменилось, но в центре внимания снова Орбан. Правда, речь не о Викторе. Новый министр иностранных дел Анита Орбан, однофамилица бывшего премьера, заявляет о кардинальных переменах. По ее словам, Будапешт больше не собирается использовать право вето как инструмент шантажа внутри ЕС. Что касается расширения санкций против России, то, конечно, ожидается новый пакет санкций. Наш руководящий принцип будет двойным. Во-первых, мы не допустим включения в пакет санкций ни одного пункта, который наносит ущерб венгерским интересам. Но мы не будем использовать наше право вето в интересах третьей страны. По словам новой главы дипломатии страны, Венгрия слишком часто тормозила решения Европы и теперь хочет восстановить доверие партнеров по ЕС и НАТО. Сумеют ли медики удержать опасный вирус под контролем? Прошел месяц после первой смерти на борту круизного лайнера MV Hondius. Но кошмар, похоже, только начинается. Под карантин попали уже более 100 человек из 23 стран, включая пассажиров, экипажа и контактировавших с ними людей. Есть среди них украинцы, американцы, французы, поляки. Эвакуация выглядела как сцена из фильма про эпидемию. Людей выводили маленькими группами, обрабатывали прямо на взлетной полосе и отправляли спецрейсами по разным странам. США перевозят часть пассажиров в изоляционных капсулах, а во Франции карантин для прибывшего будет длиться 42 дня. Причиной тревоги стал редкий андский штамм хантавируса, который способен передаваться от человека к человеку и в тяжелых случаях убивает почти каждого второго заболевшего. Уже подтверждена гибель 3 пассажиров. При этом ВОЗ пытается успокоить мир. Там заявляют, что угрозы новой пандемии нет. Но после COVID слова «риск остается низким» для многих уже звучат не так успокаивающе, как раньше. Один из старейших диктаторов планеты примерил последнее событие в мире на себя. Несмотря на посты Дональда Трампа, комплименты и приглашения в Вашингтон, Александр Лукашенко, похоже, подозревает, что после похищения Мадуро и убийства Аятоллы Хаменеи очередь может дойти и до него. Бомбили, забрасывали бомбами и ракетами. И что, победили? Нет. Без наземной операции никуда. Накануне начала полномасштабной агрессии многолетний хозяин Беларуси бахвалился в интервью Соловьеву, говоря, что Украина сопротивляться не станет, а война с Западом продлится 3-4 дня, и рассуждал о выходе к Ла-Маншу. Но теперь Лукашенко уже подумывает о том, как прятаться в лесах Беларуси. Надо учитывать театр военных действий, будущих действий, территорию Беларуси. Это не пустыня, это даже не украинские степи.
Своим военным, похоже, Александр Лукашенко не особо доверяет и на совещание позвал генпрокурора, глав КГБ и Следственного комитета. Как думаете, на что намекает? Росатом может потерять свой крупнейший проект в Европе. В новом правительстве Венгрии заявляют о желании пересмотреть строительство АЭС Пакш-2. Речь идет о проекте почти на 15 миллиардов долларов, который Виктор Орбан в свое время отдал России без тендера. Новый министр экономики Иштван Капитань уже намекнул, что дело попахивает коррупцией. Нам нужна прозрачная ядерная стратегия. Мы должны пересмотреть финансирование и затраты на проект Пакш-2 и условия его реализации. Это секретные контракты, с которыми мы еще не ознакомились, и нам необходимо их изучить. Для Кремля это плохой сигнал. Этот проект должен был стать символом российского атомного влияния в Евросоюзе, но теперь, после поражения Орбана, все начинает трещать по швам. Акции «Бессмертный полк» прокатились в выходные по всему миру, но эхо от них продолжает расходиться по соцсетям. В Казахстане пожилой местный житель попытался прервать шабаш сторонников СССР, выхватив красное знамя у предводителя колонны. А вот в такой любимой российскими турбопатриотами Германии обошлось без насилия, но с не меньшим эффектом. Во время акции в Аугсбурге была совершена диверсия. Колонна сторонников Путина прошлась под портретом легендарного экс-руководителя СБУ Василия Малюка. Этот пранк устроили несколько украинцев, на всякий случай изменив фамилию силовика на портрете. А вот остальные участники из числа сторонников российской агрессии наблюдательностью и интеллектом не отличились. Спасибо, что досмотрели до конца. Увидимся вечером.